Этот напиток древнее египетских пирамид. Это самый популярный и доступный допинг в мире. По статистике, он с его помощью регулярно расслабляется более половины населения земного шара. Чем же так притягателен алкоголь и чем опасен? На какие кнопки он нажимает и за какие ниточки дергает? Посмотрим на содержимое этого стакана с научной точки зрения. Алкоголь – непременный атрибут современной жизни. За тысячи лет его истории человечество придумало тысячи алкогольных напитков. Все они имеют разный вкус, цвет и крепость. При этом механизм воздействия на человека одинаков у всех. Причина этого – основа любой выпивки – С2H5OH – этанол. Молекула этанола – это уникальная молекула. И для нее в нашем организме не существует границ. Это, в общем, очень редкая ситуация. Она прекрасно растворяется и в воде, и в жирах. А именно из таких жировых липидных пленок сделаны оболочки наших клеток. Поэтому этанол, попав в пищеварительный тракт, распространяется по всему организму и очень быстро попадает и в печень, и в почки, и в том числе в мозг. Чтобы проследить, как наше тело и мозг реагируют на молекулу этанола, проведем необычный эксперимент. Трое его участников должны будут пройти настоящее испытание алкоголем. Все наши герои здоровы, трезвы и предупреждены о негативных последствиях приема алкоголя. Каждый из них подписал согласие на участие в исследовании, в рамках которого будут выпивать строго контролируемые дозы крепких напитков. И это не единственное условие испытаний. Ну что, друзья, начинаем большую игру. Играть будем в дартс. Выбор не случайный. Он обусловлен не только тем, что дартс – это излюбленная игра во всех пабах, и многие люди по-трезвому в нее никогда не играли. И даже не тем, что первоначально мишень для дартса делали из винных бочек. Нет. Мы считаем, что дартс – это лучший кандидат на роль своеобразного алкотестера. С его помощью можно будет протестировать и координацию, и концентрацию, и зрение, и память. Но, как вы видите, дартс классический, не электронный, и поэтому очки вам придется считать самим. Однако для начала необходимо пройти небольшой медицинский тест. Александра, Филипп и Дмитрий согласились сдать пробы на гормоны. Этот анализ возьмут у них на разных стадиях опьянения. Сейчас первая проба. Наша цель – проверить, как спиртное воздействует на уровень тестостерона, одного из главных гормонов, отвечающих за поведение человека. Итак, правила у нас очень простые. Играете, выпиваете. Играете, опять выпиваете. Мы отслеживаем ваши физические, эмоциональные и интеллектуальные реакции. Естественно, что нужна точка отсчета. Этой точкой будет ваша игра без допинга. Все понятно? Да. Тогда приступаем. Прошу к барьеру. Как и в классическом дартсе, расстояние до этой мишени 2 метра 37 сантиметров. Попадание в определенные сегменты поля удваивает или даже утраивает количество очков. По правилам нашей игры в каждой партии участники делают по 12 бросков. Трезвое соревнование длится около 10 минут. Пришло время начинать алкогольный эксперимент. Первая доза – около 16 граммов чистого этанола. Это примерно 50 миллилитров 40-градусного спиртного. Что же происходит в организме после небольшой порции спиртного? Допустим, что вот это желудок, а это кишечник. Их разъединяет небольшой пилорический клапан. Часть алкоголя всасывается уже через стенки желудка, но значительно большее количество через стенки кишечника. Если вы выпиваете натощак, на голодный желудок, ничто не мешает алкоголю преодолевать этот естественный защитный барьер. И вы быстро пьянеете. В том случае, если в напитке содержится углекислый газ, ну как, например, в шампанском, процесс происходит еще быстрее.
Газы давят на стенки желудка, клапан открывается, и алкоголь стремительно переходит в кишечник и всасывается в кровь. В среднем от приема алкоголя до пика концентрации в крови проходит 20 минут. Если же вы делаете это чаще, то следующая порция как бы догоняет предыдущую. После приема этанола прошло уже 20 минут. Посмотрим, что изменилось в действиях наших героев. Прекрасно. Поразительно. Их спортивные результаты даже улучшились. Отлично. Отлично. Для стрелков алкоголь является допингом. То есть на какое-то очень короткое время снимаются зажимы, мышцы расслабляются, и человек лучше целится. И только минимальная доза может быть. Тогда моторика улучшается. Первые несколько минут, ну, может быть, до получаса. Человека могут быстрее пойти мыслительные процессы, может быть снята усталость, может быть даже как-то работа в какой-то момент получше пойдет, но как все подобные психостимуляторы, алкоголь не столько дает энергию, сколько заставляет клетки нашего организма, в том числе нервные клетки, как бы выскребать неприкосновенный запас. И, скажем, процентов 20-30 энергии на всякий случай лежит, и обычно клетка ее не использует. Вот алкоголь как бы снимает запрет на использование данной энергии. Потом это даст, конечно, повышенное утомление, но вот в тот момент, когда эта доза небольшая принята, то многие люди ощущают вот эту психостимуляцию. Герои нашего исследования быстро почувствовали на себе стимулирующие действия алкоголя. Ну, заметьте, кучность. И их настроение улучшилось. Непривычная обстановка съемочной площадки больше не вызывает у игроков дискомфорта. Отомсти за меня. Не, слушай. Я сейчас не попаду никуда из зала. Давай. В студии царит атмосфера эйфории, смеха и общения. Я проиграю. Мозг – это самая чуткая, нежная часть нашего организма, и, соответственно, эффекты этанола затрагивают прежде всего нервные клетки. И самыми чувствительными, как правило, являются клетки, которые выделяют дофамин. Это такое вещество, это называется еще нейромедиатор, с помощью которого одни нервные клетки передают сигнал другим. С дофамином у нас в мозге связан общий уровень нашей двигательной активности и целый ряд положительных эмоций. В принципе, небольшая доза, она должна в норме давать небольшое веселье. То есть такая умеренная психостимуляция. И то далеко не у всех, потому что все мы очень разные. И, опять же, при русской культуре питья между первой и второй перерывчик совсем короткий, и поэтому эффекты малых доз люди часто вообще не ощущают. Дофамин привносит в нашу жизнь ощущение счастья. У трезвого это химическое вещество в мозге вырабатывается очень экономно. Как и другие наркотики, алкоголь резко повышает уровень дофамина, и человеку становится хорошо. Про любителей выпить часто говорят «пьет как лошадь». Не знаю насчет лошадей, но вот слоны и другие животные точно неравнодушны к алкоголю. Неизвестно, кто первым в природе почувствовал опьянение, но совершенно точно, что это были не люди. Есть обезьяны, медведи очень любят алкогольные. Они прогнившие, вот эти сбродившие какие-то продукты поедают с большим удовольствием. Слоны пьют, отнимают у бушменов плоды дерева мерула, а там образуется на солнце что-то похожее на вино, и тоже пьянеют. И у насекомых, муравьев это наблюдается, когда они разводят в своих муравейниках определенную тлю, которая выделяет эфирные всякие летучие вещества, и они пьянеют, и муравейник разрушается. Потребность менять свое психическое состояние, выйти из профанного мира, из обыденного мира в какой-то другой мир, наверное, это вообще присуще живому, всему живому.
Любопытство – это не просто черта характера. Это наше инстинктивное стремление к познанию, выработанное в процессе эволюции. На протяжении всей жизни мы учимся, даже не замечая этого. Именно по этой причине мы не переходим оживленную дорогу на красный сигнал светофора или не лезем в клетку к хищнику. Но сначала все нужно проверить, попробовать на вкус, опасно или нет, приятно или противно. Именно поэтому в основе любого познания лежит любопытство. А чувство удовольствия – своеобразная награда за то, что пользуемся своими инстинктами. В середине прошлого века американский нейробиолог Джеймс Олдс совершил удивительное открытие. Он изучал функции различных отделов мозга с помощью электричества. Для этого в мозг подопытных крыс вживлялись электроды, по которым подавался электрический ток. Один из таких экспериментов привел к неожиданным результатам. Он обнаружил, что есть такая структура в глубинных отделах мозга, которая обладает своеобразными свойствами. Если у животного вживлен электрод в эту область, и животное нажатием педальки может само включать ток и давать себе импульс, то некоторые животные из большого количества начинают без конца нажимать на эту педальку, чтобы получить раздражение вот этого отдела мозга. Загадочная структура получила название «центр подкрепления» или «награды». Эта структура – часть так называемой лимбической системы головного мозга. Именно ее отделы подают сигналы на выработку гормонов счастья – эндорфина, серотонина и дофамина. В обычной, трезвой жизни это счастье нужно заслужить. Это эволюционный, глубинный биологический механизм, направленный на эмоциональную окраску мотивации. То есть эта система предназначена была, видимо, в эволюции для того, чтобы мотивировать живое существо к тому, чтобы они выполняли важнейшие вещи. Какие? Питание, размножение и питье. Не алкоголя, конечно, а жидкости, воды. Благодаря электрической стимуляции лабораторные крысы получали прямой доступ к центру подкрепления. Самые активные из них нажимали на заветную клавишу 8000 раз в час. Они забывали обо всем на свете и умирали от голода. Аналогичная реакция наблюдалась у кошек и обезьян. Еще одно название этой области – центр удовольствия. Расположен он вот здесь, в гипоталамусе. Это самая древняя часть головного мозга. Она есть даже у низших животных. Вы спросите меня, при чем здесь алкоголь? Оказывается, C2H5OH напрямую воздействует на зону удовольствия, как электричество в опытах Холдса. Каждая порция спиртного вызывает у нас в голове настоящую нейрохимическую бурю. В глубине больших полушарий есть зона, она называется базальной ганглией, и эта зона управляет нашими движениями. И вот там дофамин увеличивает двигательную активность. То есть человеку хочется более активно двигаться, совершать движения, и при этом еще положительные эмоции идут, связанные с движениями. Я вам точно говорю, я сам видел, я вам отвечаю. Теперь понятно, почему у некоторых лишние 100 граммов вызывают желание крикнуть погромче и залезть повыше. Смотрите, парни, учитесь. Ну давай, покажи класс. Да я опять не помню, сколько у меня. 170. Филипп. Вся проблема в том, что я забыл, сколько у меня вообще всего было. Участники эксперимента переходят на вторую стадию исследования. Они уже находятся под воздействием 48 граммов чистого этанола. Это примерно 150 мл коньяка. По медицинской классификации средние дозы выпитого алкоголя заканчиваются на отметке в 100 мл. Как бы 40... 41. Какой 41? Не 41. Удвоение. 40 – это Не утроение. удвоение. Это удвоение. Утроение в Вот здесь же утроение, 60. Это удвоение. Да-да, это удвоение. В поведении героев становятся хорошо заметны характерные симптомы алкогольного опьянения. Высокая концентрация спиртного снижает умственные и физические возможности испытуемых. Алкоголь – так называемый супрессор центральной нервной системы.
Да? То есть он вызывает преобладание тормозных процессов в центральной нервной системе. Когда не было наркоза, давали выпить водку для того, чтобы привести его вот в такое состояние, с одной стороны, угнетение центральной нервной системы, он меньше ощущает боль, а с другой стороны, мышечная релаксация, чтобы снять напряжение мышц. Большие дозы этанола действуют на нервную систему тотально угнетающе. Основная причина этого – важнейшая группа нейромедиаторов под названием гамма-аминомасляная кислота. Эти нейромедиаторы чутко реагируют на молекулы этанола. Гамма-аминомасляная кислота – это наш главный тормозный нейромедиатор. Он отвечает за то, чтобы снимать лишние реакции, чтобы успокаивать мозг, замедлять различные процессы нервные. Ну, например, с ним связан уровень внимания, да, или, скажем, двигательный контроль. То есть для нормальной работы мозга очень важно, чтобы не было лишних сигналов. Но когда ГАМК слишком активирована, вот как на фоне средних доз алкоголя, ну, это тоже оказывается не кстати. А сколько у нас попыток прошло уже? Это третья. Это третья, да. Нет, третью мы прошли уже. Сейчас вот последняя. У тебя да. последняя. А я первый кидаю? Да. Очень многие процессы идут медленнее, и информационные потоки анализируются не так качественно. Даже малая доза алкоголя, вот на грани между малой и средней, она что дает? Она срезает информационные потоки, идущие с боков. То есть человек прямо перед собой неплохо видит, скажем, дорогу, трассу, а с боков уже плохо. Ну что ж, первая партия заняла у наших игроков 10 минут, вторая 13. Сейчас прошло уже 11 минут, а партия только приближается к середине. У игроков явные проблемы с координацией, концентрацией внимания и памятью. Они значительно дольше подсчитывают собственные очки. У меня такое ощущение, что я попал на съемки какого-то замедленного кино. Молекулы этанола резко увеличивают чувствительность рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. Сначала это приносит приятное чувство отрешенности и беззаботности. И вот это вот «я пью для того, чтобы успокоиться и снять стресс», «я пью, потому что у меня там на работе злой начальник, а дома злая жена» – это, в общем, очень частая ситуация, и люди ищут эффектов именно этой средней дозы. Ну, а выйдя на среднюю дозу, зачастую не могут остановиться и уходят уже на большую дозу. Чем больше алкоголя, тем больше торможения. Повышенная активность ГАМК вносит дисбаланс в работу разных отделов мозга. Как правило, первым страдает мозжечок. Там как раз очень много ГАМК, и очень быстро начинают происходить именно двигательные нарушения. И вот если посмотреть на мозжечок, там видно, что он делится на несколько зон. Самая древняя зона отвечает за равновесие. И человек, например, может довольно неплохо сидеть и разговаривать, но встал, и вот пошла качающаяся походка. Это в древней части мозжечка. Слишком много торможения, и мозжечок не успевает вовремя отреагировать на потерю равновесия. Мозжечок – центр мышечной памяти человека. В этом глубинном отделе мозга копится незаменимый опыт, полученный нами с детства. Умение держать голову, первые шаги, зрительная фокусировка на объектах. В обычной жизни мы пользуемся этими навыками, не задумываясь автоматически. Большие дозы алкоголя, пусть и временно, но переводят эту систему в ручной режим. И вот, глядишь, человек уже возвращается в младенческое состояние, и вот он уже не очень хорошо идет, или там усилием воли концентрируется на лице собеседника. То есть выключаются эти мозжечковые программы, и приходится как бы на произвольном уровне их отслеживать. В эмоциональном плане большинство выпивших людей тоже впадает в детство. Алкоголь ослабляет деятельность лобных долей головного мозга, которые отвечают за самоконтроль. Благодаря спиртному у большинства из нас исчезают внутренние ограничения. Мы словно теряем свои социальные навыки и превращаемся в подростков. Наше поведение становится более импульсивным и вызывающим. С древних времен алкоголь связывают с агрессией и сексом. Спиртное раскрепощает людей. Под его действием и мужчины, и женщины ведут себя смелее и легче совершают необдуманные поступки.
Как это мило. Как подживает. Такой замах был героический просто. Игроки в студии принимают третью, финальную порцию спиртного. С начала эксперимента они уже выпили 250 мл крепкого алкоголя. Это почти 80 граммов этанола. Для Филиппа и Дмитрия победа в соревновании явно отходит на второй план. Они стали уделять больше внимания Александре, чем игре. Этанол определенно начал действовать на гормоны. 5, 12 и 9. Не знаю. Что-то много получается. Боже мой, бывает же. В сознании Филиппа и Дмитрия сейчас растет уверенность в собственных силах. Мужчины не подозревают, что за этот возбуждающий эффект их телу придется расплачиваться не один день. Начинается. Вы посмотрите, что я делать сейчас буду. Ну да, извини. Уровень тестостерона у Филиппа и Дмитрия рос от порции к порции. Это характерная реакция организма на однократное употребление алкоголя. Но самое главное, взятая через час проба показала снижение уровня тестостерона относительно трезвого уровня на 10-15%. Доказано, уровень тестостерона у мужчин остается сниженным на протяжении 2 суток после употребления алкоголя. Хроническое злоупотребление приводит к снижению половых функций. Грубо говоря, пьяные мужчины больше хотят, чем могут дать. Известно, что половая дисфункция – основной бич пьющих мужчин. Как раз это связано с тем, что тестостерон, который должен в норме выделяться, кстати, он сильно продляет молодость, он начинает активно утилизироваться. И вот эти изменения, они могут длиться днями и даже неделями. У человека немножко, зависит от степени опьянения, конечно, накануне, меняется профиль поведения. Он становится тревожным, агрессивным, у него повышается так называемый, даже есть термин, это уже у алкоголиков, алкогольный бред ревности, связан исключительно с изменением профиля половых стероидов. Это я как бы так, разминочка сейчас небольшая. Количество тестостерона в крови Александры стало расти после средней дозы алкоголя. 12 на 3. На целых 3, 36. Для женщин высокий уровень этого гормона непривычен. В отличие от мужчин, они не умеют его контролировать. Поэтому под воздействием алкоголя многие из них демонстрируют свою сексуальность активнее мужчин. Есть еще одна причина такого поведения. Скорость опьянения и переработки этанола у представителей сильного и слабого пола разная. 19 плюс 8 умножить на 3 будет 24. Получается 54. Нет, подожди, не 24. 8 на сколько? На 3. Да нет! Это утроение. Еще 10 умножить. Короче, 54. 4 минус 1. 73. Как может быть 73? Ты 2 раза только попал. Мне кажется, нас кто-то обманывает. Все, решили. А сколько мы до этого было? 2. А не чёрти, что моя очередь? Да как кидай. А вот кидай, не получается ничего. Хорошо. Ну что, друзья, как самочувствие? Отлично. В норме. Хорошо. Да? Может быть, уже будем эксперимент заканчивать? Нет, мы не доиграли. Я еще не выиграла вообще-то. Ну что ж, тогда еще одно исследование. Мы за. Все знают, что это такое? Алкотестер. Точно. Алкотестер. С его помощью мы измерим, у кого какая концентрация алкоголя сейчас в крови. Иначе говоря, кто самый пьяный. Дмитрий, вам быть первым. Прошу. Пей, да. Филипп. Вот. Это да. Ну что же, самый высокий показатель алкоголя, Александра, у вас. Что, впрочем, и неудивительно. Женщины и мужчины по-разному воспринимают спиртное.
Как правило, при одинаковом весе и количестве выпитого алкоголя уровень этанола в крови женщины будет на четверть выше, чем у мужчины. Примерно 20% алкоголя расщепляется у мужчины прямо в желудке. И гораздо меньше его достигает крови, ну и, соответственно, мозга. У женщины же в желудке эти ферменты малоактивны. Вторая причина – это взаимодействие между половыми гормонами, эстрогенами, которые есть в гораздо большем количестве у женщин, и на фоне которых замедляется расщепление алкоголя. В среднем на переработку одного и того же объема этанола у женского организма уходит в 2 раза больше времени. То есть женщины пьянеют быстрее мужчин, а трезвеют медленнее. Ну что, друзья, осталось последнее испытание. Оно будет очень несложное. Каждому из вас я продемонстрирую незнакомый ранее номер телефона. Ваша задача его запомнить. Кто сможет воспроизвести больше цифр, тот и выиграет в этом испытании. Первым Филипп. 8 926 146 29 86. Ну, на самом деле ошиблись не сильно. Всего 2 цифры назвали неправильно. Поменяли местами даже. 8 916 954 37 12. Точное совпадение. 8 905 726 35 11. Не совсем. Да. Александра прошла тест хуже других участников. Ее результат примерно на 10% ниже, чем у соперников. У женщин последствия для той же печени, для поджелудочной железы, для сердца, для мозга будут более тяжелыми. У них раньше и чаще возникают панкреатиты. У них раньше, чаще и тяжелее текут гепатиты. И у них быстрее появляется то, что называется алкогольная деградация. То есть, когда клетки мозга погибают. Наш алкогольный эксперимент подошел к концу. Игроки покидают студию. Каждый из них употребил примерно 80 граммов чистого этанола. Это равнозначно половине бутылки коньяка. А это значит, их организм испытал настоящий этиловый удар. Организм человеческий, ну и у животных тоже так же, он, что ли, имеет разные ступени проникновения. Вот, допустим, наш мозг очень хорошо защищен, называется гематоэнцефалический барьер. То есть вещества, которые в крови, далеко не все попадают в мозг. Он как бы фильтрует. То же самое с плодом, когда женщина беременная. А вот этанол, он практически проникает через все мембраны. Вот для него эта защита не действует. Вред от алкоголя – тема, хорошо изученная наукой. Современных ученых больше всего интересует другая сторона C2H5OH – его непредсказуемость. Мозг – сложнейшая биохимическая структура с миллиардами нейронов. Взаимодействуя с ними, молекулы этанола оказывают самое неожиданное влияние на конкретную личность. У кого-то страхи вылезают, кто-то там гиперсексуальным и приставучим становится, то есть по-всякому бывает. Кто-то жутко болтливым. Вот эта поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, вот, она как раз говорит о том, что все это очень индивидуально проявляется у разных людей по-разному. То есть темперамент, исходная установка эмоциональная мозга, она вот под действием алкоголя, конечно, четко видна. И агрессивный темперамент, он становится более агрессивным, там какой-нибудь истероидный, более эмоционально истероидным, да, таким вот неврозным. Некоторые, выпив алкоголь, начинают плакать и жаловаться на жизнь. Или просто нет эйфории. Они просто там, двигательное у них расстройство, а потом засыпают, и все. Вот в этом самая главная загадка, и это мы до сих пор не знаем. Почему у некоторых людей не вызывает удовольствия алкоголь? И они, естественно, не хотят пить. По статистике, порядка 15% людей от природы равнодушны к алкоголю. Даже если они выпивают, то не испытывают характерного для большинства чувства душевного равновесия или эмоционального подъема. Разгадав причины этого феномена, ученые получат бесценный материал для решения проблем, связанных с алкоголем. Можно ли победить похмелье? Максим, добрый день. Здравствуйте. Какие факторы вызывают алкогольную зависимость? Когда нужно сказать «стоп» очередному бокалу вина?
Ответы на эти и другие вопросы с 2009 года ищут в лаборатории факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени Ломоносова. Максим, вопрос. А кого же вы с научной целью, так сказать, спаиваете? Ну, классика это мыши и крысы. Ну да. Однако все чаще ученые используют лабораторных рыб для исследований. Рыб? Почему рыб? Дело в том, что если мы вводим алкоголь крысе, например, то он сначала попадает в желудок, потом всасывается кровь, а дальше начинает расщепляться печенью, да, или выводиться с мочой. Так. И получается в крови вот такая концентрация. И когда мы начинаем изучать свойства эффекта алкоголя, мы не понимаем, то ли он еще не всосался, то ли уже крыса мучается похмельем. Здесь все гораздо проще. Мы берем рыбу, добавляем в рабочую экспериментальную камеру нужное количество этанола через жабры. Концентрация алкоголя в крови у рыбы и в растворе выравнивается. Таким образом, мы можем поддерживать заданную степень опьянения любое нужное нам время. Концентрация этилового спирта в этом аквариуме всего 1%. Уже через 5 минут рыбы в нем демонстрируют серьезную потерю координации. Записанная компьютером траектория их передвижения, трек, напоминает запутанный клубок. По мере опьянения некоторые особи начинают передвигаться совсем неестественно, боком. Почти у всех рыб меняется манера поведения. Вот видите, Сергей, одни носятся по аквариуму, и на них алкоголь оказывает возбуждающее действие, а другие... Вот уже, видите, одна легла на дно. Это седативное действие алкоголя. То есть получается, что на рыб, как и на людей, алкоголь действует сугубо индивидуально? Да. На любые организмы алкоголь может действовать прямо противоположным образом. Есть гипотеза о двух типах влияния алкоголя на организм. Это так называемый мужской и женский тип, да? Да-да, совершенно верно. Если при мужском типе будет преобладать возбуждение, агрессивность, то при женском типе скорее седативный эффект, умиротворение и даже засыпание. А действительно это вот с полом так связано? На самом деле мужской тип влияния алкоголя может быть у женщин, а женский у мужчин. Классическая ситуация. Практически в любой подвыпившей компании обязательно найдется один человек, ну вот, например, про которого можно сказать ему и море по колено. Он дерзок и агрессивен. Другой, напротив, расслаблен и наслаждается накатившим покоем. В 80-х годах 20 века американский психиатр и генетик Роберт Клонингер выдвинул теорию. Все люди от природы относятся либо к одной, либо к другой группе. Американский специалист не только высказал спорную гипотезу. Он утверждал, будущее пьяное поведение индивидуума можно предсказать. Для каждой из групп ученый составил свой психологический портрет, базовые характеристики личности. По Клонингеру агрессивный тип в трезвой жизни самоуверен, эгоистичен, импульсивен и не зависит от поощрения окружающих. Представители пассивного типа, напротив, осторожны, исполнительны, умеют сопереживать, зависят от мнения окружающих и часто страдают рефлексией. Так называемый женский тип заключается в том, что прямого удовольствия от алкоголя человек не получает. Он расслабляется, забывает про какие-то тревожащие мысли, ему легче общаться, он раскрепощен, и через это косвенно он приобщается к алкоголю. Прямого эйфорического эффекта нету. В случае с мужским типом совсем иначе. Каждая порция выпитого доставляет прямое ощущение удовольствия. И такой человек уже не требуется ему ни компании, ни каких-то внешних других антуражей для того, чтобы потреблять дальше и дальше. Вплоть до того, что в течение года человек от совсем не пьющего может стать зрелым алкоголиком. Представитель агрессивного типа получает от выпивки яркие положительные эмоции. Каждая его встреча с алкоголем еще и попытка повторить приятные ощущения. И это приводит к психологической зависимости от спиртного. Если алкоголь вызывает приступ радости и моторного возбуждения, то за это время компенсаторно у нас происходит адаптация организма, и системы, которые без алкоголя доставляли нам удовольствие, они на время угнетаются. И вот этот эффект длится 2-3 дня даже от обычного возлияния. Поэтому что происходит? Человек в пятницу отвеселился, в понедельник он приходит на работу, и его эмоциональный фон, работоспособность, она гораздо ниже, чем в норме, который он, конечно же, переносит на внешние факторы.
а не на свое состояние. И плохо то, что все эти симптомы снимаются так называемым отставленным опохмелением. Причем постепенно у человека развивается устойчивость или толерантность. После привыкания к алкоголю человек испытывает постоянный дефицит положительных эмоций. Новые порции спиртного приносят временное улучшение. Полный отказ от выпивки грозит тяжелыми психологическими последствиями, например, психозами. Эта лабораторная рыбка в течение 7 дней находилась на принудительной алкоголизации. Сейчас у особи наблюдаются характерные симптомы отмены этанола. Она буквально прилипла к прозрачной перегородке, которая отделяет ее от других рыб. Если животным страшно, особенно стайным животным, то они начнут прижиматься к своим, таким образом пытаясь найти укрытие среди себе подобных. Максим, а вообще животные, они быстро спиваются? У большинства животных есть распределение по предрасположенности к алкоголизму. Да. Примерно процентов 15 индифферентны к нему. Еще 15% любят алкоголь, предпочитают его. Запойные. Да, и очень быстро спиваются. А остальная часть относится к нему кто как. Кстати, примерно такое же распределение наблюдается и у людей. Эта пропорция, она зачем-то нужна эволюции. Потому что их пропорция в популяции поддерживается. Вот это очень интересный факт. Независимо от сухого закона, независимо от состояния войны или мира, количество этих людей не меняется. Пить или не пить? За некоторых из нас выбор сделала природа. Многочисленные эксперименты с лабораторными животными доказывают, сломать эту программу крайне сложно. Мы выбрали совсем не пьющих и посадили их на принудительную алкоголизацию в течение многих месяцев, там 4-5 месяцев. Ну, то есть это вообще для крыс это полжизни минимум, если не больше. А потом предложили на выбор. Так вот, некоторые пили, но оказались некоторые животные, которые после нескольких месяцев принудительной алкоголизации, когда им дали воду, они стали пить только воду. Прирожденным трезвенникам повезло. В их организме изначально присутствует своеобразный иммунитет к алкоголю. А вот люди, генетически склонные к злоупотреблению, напротив, с рождения попадают в группу алкогольного риска. И главное их различие. У тех, которые предпочитают, им не хватает удовольствия. И связано это с дефицитом вот этой дофаминовой системы. Американцы изучали гены у больных с эндогенной депрессией, с тяжелыми формами депрессии, и спектр генов у больных алкоголизмом. 33% изменений оказались идентичными при депрессиях и при алкоголизме. Расшифровка генетической предрасположенности – одна из главных задач, которая сейчас стоит перед учеными, изучающими алкогольную зависимость. В Национальном научном центре наркологии эти критические точки ищут в генах, контролирующих дофаминовую систему человека. Если говорить о количестве, мы изучаем вот сейчас порядка 20 генов. 8, может быть, 10 генов мы нашли некие маркеры, то есть полиморфные варианты этих генов, которые, да, с хорошей достоверностью позволяют говорить о том, что у носителей этих вариантов повышен генетический риск развития зависимости. Нет никакого приговора, нет никакого фатума. Да? Есть понимание риска. А что ты с ним будешь делать дальше, это уже сам дорогой думает. Ну вот, ладно, есть, допустим, относительно небольшая группа генетически предрасположенных людей, но большая масса так называемых пьющих людей. Вот на что они должны обратить внимание? Что будет сигналом, что им пора уменьшать количество или даже вовсе прекращать употребление алкоголя? Во-первых, это невозможность остановиться после первой же стопки. Второй признак – это резкая смена поведения после той же первой стопки. Агрессивность, возбудимость, смена характера, огрубление личных черт, ну и так далее. Ну и третье – это, конечно, провалы в памяти. А что с памятью происходит? Давайте посмотрим, как ведет себя крыса после введения алкоголя. Только одна из 16 лунок на этом столе имеет продолжение – небольшую нору. Остальные 15 – это тупик. Испуганная ярким светом, крыса раз за разом ищет спасительное окно.
Как правило, после 4 дней тренировок животное быстро и безошибочно находит нужную воронку. Крыса под воздействием этанола демонстрирует иное поведение. Если же крыса потребляет алкоголь, она будет вот так же все 4 дня искать и не будет находить этого укрытия. Ну а что происходит здесь с точки зрения нейрофизиологии? Дело в том, что нарушается образование памятного следа. Для того, чтобы что-то запомнить, информация должна по кругу циркулировать по цепочке нейронов. Когда же человек выпивает, эта цепочка разрывается. И поэтому памятный след не откладывается. Этанол не стирает память. С2H5OH блокирует процесс создания новых воспоминаний. Мало кому из сильно пьющих людей удалось избежать эффекта алкогольной забывчивости. И это не самое неприятное последствие употребления спиртного. Большинство людей пьющих, они имеют какие-то свои правила, которые помогают избежать похмелья. Кто-то говорит, что нельзя мешать напитки друг с другом, кто-то говорит, что нельзя снижать градус. Хотя я знаю, что в некоторых странах, наоборот, считают, что повышать градус нельзя. Что по этому поводу говорит наука? Что такое похмелье? Похмелье – это отравление организма продуктом переработки алкоголя. И по большому счету не так важно, что вы пили, а сколько вы выпили. Если человек потребляет какой-то один напиток, то эту дозу контролировать проще. Когда же после водки он начал мешать в бокале все подряд, его вкусовые ощущения притупляются. И он уже может потребить гораздо большую дозу, чем если он будет напить только один напиток. Соответственно, и похмелье у него будет на утро гораздо сильнее. За долгую историю этанола появилось множество мифов о свойствах горячительных напитков. Одно из самых распространенных заблуждений – алкоголь согревает. Это неправда. Спиртное только дает ощущение тепла. Оно расширяет сосуды и усиливает приток крови к кожному покрову. Температура поверхности тела повышается. В действительности кожа быстро отдает полученное тепло наружу. Благодаря этому человек перестает замечать холод, но потеря бдительности может привести к серьезному переохлаждению. Еще один миф об алкоголе – это низкая калорийность крепких хмельных напитков. В действительности это не так. По калорийности алкоголь практически идентичен сливочному маслу. Алкоголики некоторые живут почти на алкоголе. Калорийно он обеспечивает. Но это пустые калории. Вы съедаете мясо, там есть белок, там есть аминокислоты, там есть витамины, там есть еще там есть всякие микроэлементы. Это все нужно для... А в алкоголе, кроме спирта и воды, ничего больше нет. Действительно, у алкоголиков перераспределяется обмен веществ с сахаров, которые в норме, в общем-то, основная энергия у нас получается из углеводов, которые мы потребляем, на жиры. Дело в том, что лишний алкоголь запасается в виде синтеза жирных кислот. Эти жирные кислоты могут утилизироваться и попадать, давать энергию. Получается, что у человека переводится обмен веществ с углеводного на жировой. Поэтому без алкоголя человек может испытывать действительно голод. Да? То есть это уже будет не психологическая зависимость, а именно уже зависимость от обмена веществ от алкоголя. Алкоголь и в самом деле опасен. Но есть ли у этого продукта хоть какие-то плюсы? Вопрос очень сложный. Однако выводы ученых однозначны. Ежедневный бокал вина или рюмка водки точно не приносят пользы здоровью. И те, кто периодически ищет в спиртном избавления от стресса или от скуки, серьезно рискуют потерять контроль над ситуацией. В таком случае расплачиваться придется не только похмельем.